В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Гость нашей студии сегодня – глава Ефремкинского сельского поселения Кармаскалинского района Республики Башкортостан, волонтер Наталья Иванова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, не так давно вы вернулись из зоны специальной военной операции. Вы служили там в качестве волонтера-медика. Вы спасали наших парней, помогали им в госпитале. Как вам удавалось совмещать такую сложную ответственность и обязанность в госпитале и при этом быть главой сельского поселения, решать здесь вопросы в нашей республике? Ну, во-первых, нужно сказать, что такая работа слажена только благодаря команде, дружной, сплоченной команде. И поэтому не составляло труда оставить работу непосредственно здесь. И есть надежные люди, которые отрабатывали все моменты. И мне кажется, нет никакого труда совмещать что-либо, если это идет действительно от сердца. Выполнять любые задачи легче, когда есть надежная команда, такая, как в Республике Башкортостан. А вот в Луганском госпитале мы с вами пересекались, и вы рассказывали о том, почему туда отправились, с какими задачами вы сталкивались. У нас есть видео. Давайте посмотрим. Нас 7 женщин. Мы работаем с бойцами. Мы оказываем психологическую помощь, ну и физическую также, конечно. В чем заключается наша помощь? Это, наверное, в очень многом. Начиная от перевязок, накладывания гипса, перевязки. У нас есть в составе медицинский работник. И мы в дороге говорили, что, наверное, нигде, ни в одном регионе нашей дружной страны так не помогают нашим ребятам на фронте, как из Башкортостана. Это ведь и не только сами ребята уходят на фронт родину защищать, не только вот военкоры, как Ильяс, да, это не только вот волонтеры-медики, это все, каждый житель Республики Башкортостан, на мой взгляд, это вот 80% у нас сплоченность, а может даже больше. Наверное, больше. Вот кто такие они, мы, башкортостанцы? Какие они? Башкортостанцы – это самые дружные, самые трудолюбивые люди, самые щедрые. Помните, как это было? Да, конечно, как мы писали это видео на телефон, было уже поздно, мы это все делали на бегу. Да, конечно, помню. Но когда вдалеке от дома встречаешься с людьми, со знакомыми людьми, это родство, это чувство плеча, это очень дорого, трепетно. А мне вот в этом видео запомнилось то, что сказали, что башкортостанцы – это золотые люди. Башкортостанцы – это самые лучшие люди на земле. Я сам получил тяжелое ранение, и я сам на себе, то есть понимаю эту важность, вот эта вот забота в госпитале. Вот лично от меня, я знаю, что в госпиталях всегда, никогда не отходят от раненого. Поддержка, любое ранение, какое бы оно трудное не было бы, всегда рядом медсестры, врачи всегда подбадривают. Мне вообще говорили, что я даже подтягиваться смогу. И я реально пару раз могу подтянуться. Здорово. Что касается раненых бойцов в госпитале, да, действительно, с первой минуты любой боец – это твой родной человек. И как бы все, что происходит с бойцом, это творится на твоих глазах. Ну, то есть уже успели сродниться, наверное, подружиться. Да. И наверняка не только с ребятами, кто там проходит лечение, но и с сотрудниками самого госпиталя. Я знаю, что там очень главный врач такой харизматичный, настоящий воин. Да, действительно, главный врач нашего госпиталя – это, во-первых, боец, такой же, как и ребята на линии. Тесное содружество с коллективом госпиталя – это есть одна из составляющих успеха полноценной работы. Ну, вы же, получается, на связи, и вы можете при этом еще и помочь? Естественно, помощь мы оказываем, и эта помощь ежедневная. Допустим, первая юрта, в составе которой я поехала, в 3-м составе первой юрты, мы состоим в группе. Во-первых, нужно сказать слова благодарности руководителю этого проекта Зухре Маулитбаевне Гордиенко, министру предпринимательства и туризма, за ту колоссальную работу, которую она делает, а также
ее команду в лице Гузель Коваленко, Гузель Нушервановой. Это команда, которая ежедневно соприкасается с проблемами бойцов. Например, если есть какие-то запросы от бойцов, тут же отрабатывается моментально. Хочу поблагодарить команду за то, что они сплотили единомышленниц со всей Башкирии, и женщины наши, благодаря им, могут оказать существенную помощь для наших бойцов. Расскажите, Наталья, на чем добирались? Руководство Республики Башкортостан предоставляет нам транспорт и предоставляет жилье. Дорога туда и обратно, она комфортна, все продумано. Вот когда вы едете в зону специальной военной операции, ну, немножко страшно, скрывать не будем. Но с другой стороны, когда вы едете обратно, вам ведь тоже немножко страшно, даже, может быть, не немножко, потому что там остаются те бойцы, кому вы помогали, и вы начинаете уже переживать, потому что они для вас стали родными людьми. Есть такое. Я бы больше сказала, когда уезжаешь оттуда, тебя сопровождает единственная мысль: как можно скорее вернуться обратно туда, чтобы дальше помогать. Истории у бойцов, они все разные. Наверняка они с вами делились, и я знаю, что есть видео о чудесном спасении. Вот, осколок должен был в сердце попасть, вот она у меня висела. Прямо в сердце шло. А уж доченька и иконочки меня спасли. Они направление поменяли и птичечку поцарапали только и все. Да. Все вот так вот. Наталья, что он вам рассказывал? Это же буквально иконка и фотография дочери спасли его от ранения. Да, они спасли его от осколка, который непосредственно мог попасть в его сердце. Я это видео просматриваю неоднократно, и всякий раз это видео затрагивает меня до глубины души. Почему? Потому как раненый боец, руки, ноги, тело, все. И тут получается так, что он жив. И жив он благодаря тому, что на груди носил стопку икон. И сверху лежала фотография дочери. Вот на видео заметно, что лица на фотографии нет. То есть прошел осколок, поменялось направление, боец остался жить. Большое спасибо нашим врачам, тем, кто работает каждый день 24/7 в госпитале, потому что это огромная заслуга. Это проводники между жизнью и смертью. Наталья, мы знаем то, что вы многодетная мама, у вас 4 детей. Вот как все-таки ваши родные отнеслись к тому, то, что вы сказали, что я поеду в зону специальной военной операции? Тут, конечно, нужно сказать, что супругу я вообще ни слова не сказала о том, что отбываю. Он знает, что я человек решительный, а он работает вахтами и очень далеко от дома. Сказала, когда он сказал: встречаешь? Я говорю: нет, ты встречаешь меня на Советской площади такого-то числа. Он сказал: здорово, очень хорошо. Я знаю, что ты решительная, и поддерживаю. А дети, они как бы всегда меня поддерживают. Если бы не их поддержка, у меня бы не случилось то, что случилось вообще в моей жизни. Любовь семьи, поддержка семьи — это самое важное на земле. Вы отважная женщина. Но понятно, что дома это надежный тыл. А как на работе справились? Вот так дистанционно? На работе я и говорю, что у нас очень дружная, сплоченная команда, надежная, на которых можно положиться и оставить работу в том числе. Вся команда республики – это золотые люди. Они из чистого золота. Да, вы правы. А еще у нас надежный тыл – это волонтеры, которые трудятся день и ночь в каждом населенном пункте нашей республики. У нас есть видео волонтеров из села Ефремкино. Давайте посмотрим его вместе. Каждый день я тут работаю, так каждый день ни одного дня не пропускаю. Бойцы приходят, что говорят? Ой, спасибо, говорят уж нам за все. Вы, говорят, за нас так беспокоитесь, столько, говорит, готовите. Мы тушенки делали. Вот в тот раз столько тушенок отправили им. Да, они нам спасибо, больше ничего не могут говорить, только спасибо, спасибо.
Волонтерское движение в нашем районе, оно поставлено, как и везде. Штаб Шаймуратова, генерала Шаймуратова, он включает в себя локальные штабы всех сельских поселений. И волонтеры – это в основном женщины серебряного возраста, которые уже не торопятся на работу, и у них есть время для того, чтобы прийти, вязать маскировочные сети, заливать окопные свечи, изготавливать сухой душ, стельки, резать лапшу, как и везде, готовить баурсак, чак-чак, талкан, кырыт и так далее. Это также очень целеустремленные женщины и понимают, что все, что не делают они, все, что не делаем мы, все ведет к одной единственной цели – к долгожданной победе. Святые люди. Всегда трогательно смотреть, как бабушки помогают здесь, в тылу, как они не жалеют себя, своих рук, своего драгоценного времени и приближают, я думаю, да, Артур, нашу долгожданную победу тем самым. Безусловно, у меня даже есть ярый пример. Совсем недавно я проводил урок мужества, и один из студентов у меня уточнил, а сколько платят им за то, что они шьют маскировочные сети, за то, что они окопные свечи изготавливают. Я говорю, ну, это женщины, которым охота, чтобы наша страна скорее победила, чтобы наши парни вернулись домой быстрее с победой. И я сказал, что за это не платят денег. Они это делают, потому что мы единое целое. Когда мы едины, нас не победить. А вот там, в зоне СВО, Наталья, встречали ли вы земляков из Башкортостана, может быть, военнослужащих, которые проходили лечение в госпитале? Да, было такое. Из Янаульского района в госпитале лежал с ранением боец. Да, он был единственный. Что рассказывал, какие это эмоции, когда вы видитесь, и в том числе, в первую очередь, его эмоции какие были? Его эмоции, но вот это вот чувство Родины, Башкортостан, стоит наш мед в столовой, в чайной стоит башкирский мед, и его гордость тоже пробирает от того, что мы здесь, женщины Башкортостана, рядом с ним. Наталья, а вы чувствуете хоть немного, вот хоть крупицу того, что вы тоже настоящий герой? Вы знаете, мы не герои. Герои там, на линии, они на передовой. А мы неравнодушные люди, неравнодушные женщины, неравнодушные мужчины, которые делаем все, что приведет нас к нашей долгожданной победе. Радует, что в Республике Башкортостан таких людей с каждым днем становится все больше. Спасибо вам за ту работу, которую вы выполняете. Спасибо, что пришли к нам в студию. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Победа будет за нами.